В феврале жители многоквартирных домов получат квитанции с новым средним платежом за тепло. В квитанциях за январь клиенты Коми-энергосбытовой компании увидят новое среднемесячное начисление за отопление. В соответствии с законодательством компания рассчитала его, исходя из факта потребления 2021 года, который был намного холоднее 2020 года. Низкие температуры в отопительный период 2021 года повлекли увеличение расхода тепловой энергии, поэтому новое среднемесячное начисление будет выше, чем в 2020 году. Подобный подход определен для домов, где оплата теплоресурса производится равными платежами в течение 12 месяцев на основании показаний прошлого отопительного сезона. Данные по реальному потреблению актуализируются в первом квартале следующего года при проведении корректировки. В многоквартирных домах, которые перешли на оплату тепла по факту, начисление может изменяться ежемесячно пропорционально температуре наружного воздуха. Существенное похолодание приводит к увеличению отпуска ресурса, что влечет рост начислений за больший объем тепла. Наибольшее теплопотребление характерно от ноября до февраля. К марту и апрелю, когда идет весеннее потепление, платеж за тепло будет уменьшаться. Чтобы перейти на оплату тепла по факту, собственникам помещений многоквартирных домов необходимо провести собрание жильцов в очной или заочной форме, составить протокол с решением о переходе на способ оплаты в отопительный период. Копию этого протокола нужно предоставить в Коми-энергосбытовую компанию онлайн, через сервис «Обратная связь», по почте или в любой офис. Ведется предварительная запись по номеру контакт-центра или в личном кабинете. Собственники имеют право в любое время перейти на другую систему оплаты. Клиенты, у которых возникли вопросы по начислениям, могут обратиться в АО «Коми-энергосбытовая компания» онлайн на сайте через сервис «Обратная связь» или контакт-центр. Номер указан на оборотной стороне квитанции.